Помощь медиков потребовалась и водителям столкнувшихся автомобилей на пересечении улиц Вишневского и Достоевского. На место аварии прибыли 2 кареты скорой помощи. Впрочем, один из автомобилистов отказался от госпитализации. Он рассказал Рамилю Шайдуллину о причинах аварии. Приехали скорые, загрузили, уехали, а на меня положили, я сидел, еще стоял. Дождавшись второй кареты скорой помощи, водитель «Фольксвагена» все же отказался от госпитализации, заявив, что сам поедет в медицинское учреждение, но только после оформления аварии. Девушку водителя «Лады» врачам пришлось госпитализировать. Водитель же иномарки считает, что в аварии могло бы быть куда больше пострадавших, если бы не его вмешательство. Лезть на пешеход было, если я не вышел бы сбили бы и пешехода. А как все было-то? Как ехали? Да ничего, я еду по своему, я еще из тупанул, я еду, у меня зеленый горит. А она, айда с той полосы, как начала пешеход в середине еще. Я вовремя выехал, перехватил ее. Да и все. Молодой человек заявил, что двигался на разрешающий сигнал светофора по улице Достоевская, тогда как отечественный автомобиль по улице Вишневского на красный. Очевидцы за меня, видеорегистратор, все подъехали сюда, все показали. Так ли это было, инспекторы узнают после того, как поговорят со второй участницей аварии. Учитывая, что перекресток оборудован камерами видеонаблюдения, восстановить всю картину произошедшего не составит труда. Рамиль Шайдуллин, Айрат Насипов, Константин Бушуев. Вызов 112.